Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. О мерах социальной поддержки многодетных семей, бесплатной юридической помощи, мероприятиях антинаркотической направленности и пожарной безопасности говорили в ходе единого информационного дня. Репортаж Марины Бариновой. Прежде чем информационная группа посетила намеченные объекты города, ими был проведен прием граждан по личным вопросам. В атмосфере продуктивного диалога прошла встреча рабочей группы с коллективом швейной фабрики, целью которой стала необходимость информирования об изменениях, внесенных в законодательство Чувашской Республики. Многие из горожан наверняка столкнулись с проблемой невыплат ежемесячных пособий за рождение третьего ребенка. Так вот, с 2018 года они возобновятся. Начиная с 1 января 2017 года семьи, в которых рождался ребенок третий и последующий по Чувашской Республике, сумму в размере ежемесячного пособия 8910 рублей перестали получать. На госсовете очень много обсуждался этот вопрос. В информационных днях нам задавали этот вопрос. И глава республики обращался много раз, проработал немало. Но и скажу, не только наш регион, другие регионы тоже обращались. И в конце концов Путин подписал указ. И благодаря этому указу с 1 января 2018 года те семьи, которых родились дети в 2016 году, то есть в 2017 году после 31 декабря 2016 года, и которые впредь будут рождаться, эти пособия будут получать. Также был рассмотрен вопрос о мероприятиях антинаркотической направленности. Анализ последних лет показал, что в нашем городе путем проведения разного рода мероприятий снизилось количество наркозависимых людей. Тема пожарной безопасности стоит перед каждым жителем чуть ли не с самого детства. Тем не менее, ее соблюдают не все. Знайте, что в случае пожара материальную помощь оказать вам смогут только страховые компании. Ни администрация, ни даже республиканские органы не смогут финансово вам помочь. В бюджете на это средств не предусмотрено. С таким добрым советом обратилась рабочая группа к присутствующим. Для повышения юридической грамотности населения города 20 ноября в администрации будут работать 3 консультационных юридических пункта, где жители смогут получить юридическую помощь совершенно бесплатно. Прием будет проводиться в кабинетах 330, 402 и 112 с 8 до 12 часов. В целом в ходе встречи были озвучены вопросы сферы ЖКХ, строительства дорог, индустриального парка и придворовых территорий. Марина Баринова, Павел Шевченко. Вести недели. Канашской детской художественной школе 40 лет. В связи с этим открылась выставка преподавателей «Вернисаж», где побывала наша съемочная группа. Художниками не рождаются, ими становятся. Конечно, вы можете не согласиться с этим утверждением, ведь кто-то рисует прекрасные картины чуть ли не с рождения, а кто-то больше 3 по рисованию никогда не получал. Но так было раньше. Сегодня научно доказано, что у каждого человека есть множество скрытых талантов и что их можно развить. А талант к живописи в нашем городе вот уже 40 лет развивают педагоги художественной школы. Моя цель – это самое основное – влюбить детей в искусство. Вот таких вот ребятишек, которые приходят к нам в 1 классе. И вот это умение видеть, понимать прекрасное в окружающем нас мире, уметь смотреть на обычные вещи под необычным углом зрения, креативность, стремление к творчеству. Вот моя задача. Оглядываясь назад, хочется вспомнить о том, что школа начиналась всего с 5 учеников, а сегодня в ее стенах учатся более 400. И по достоинству нужно отметить, школе есть кем гордиться – своими выпускниками, знаменитостями в области искусства. В свой 40-й день рождения коллектив школы организовал выставку работ «Вернисаж». В ней использованы живописные декоративные работы, масло, акварель, гуашь, акрил, арт-композиции, изделия прикладного народного творчества. Поздравить коллектив прибыли друзья, коллеги, выпускники. Глава администрации города Канаша Владислав Сафронов поздравил со знаменательной датой и вручил благодарственные письма педагогам школы за плодотворную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Особое внимание гостей мероприятия привлекли также красочные выставки работ учащихся и выпускников художественной школы. Авторы поделились своими впечатлениями от творческого процесса при выполнении работ и рассказали участникам выставки о техниках, используемых при написании картин. Марина Баринова, Павел Шевченко, Елена Бладцева. Художественная школа.
Нам доверено Россию защищать. В школе номер 3 прошла торжественная церемония, посвященная Дню призывника. По линии Министерства обороны на сегодняшний день с 3 муниципальных образований службу проходят 153 человека. Ребята 10-11 классов уже задумываются о службе в рядах российской армии. Впереди поступление в учебное заведение, после срочная служба. Те, кто в армии, достойно проявляют себя, тем самым прославляют Россию, Чувашию и Канаш. Нам очень приятно, когда командование части присылает к нам, также родителям, письма, словами благодарности за наших призывников. И наши призывники, многие, принимая, может быть, тяжелое решение, принимают решение и заключают контракт с Министерством обороны для дальнейшего прохождения военной службы. День призывника проходит 2 раза в год, весной и осенью. Служить в российской армии престижно, все делается для улучшения условий жизни солдат. Время летит быстро. Владислав Сафронов вспомнил свои годы службы. Особое время службы в армии, это, наверное, для меня тоже и для всех многих, это другая жизнь. Это где ты закаляешь себя, приобретаешь мужество. И просьба к вам, уважаемые призывники, отнестись очень серьезно к этой службе. И, естественно, честно отслужив, достойно отслужив, чтобы вы вернулись через год, а которые уже могут через 2, а могут остаться служить российской армии, это по желанию. Но я вот вспоминаю, говорил, 30 лет назад служил, как время быстро летит и как все меняется. Мы говорим, чтобы не было войны, но я сейчас сидел и думал, война она была и продолжается. Еще мои родители говорили, старшее поколение, Россию войной не выиграть, а можно его выиграть другими способами. И вот, наверное, выиграли, потому что я служил в Польше, и где советская армия стояла, в наших казармах, где мы служили, сейчас войска НАТО стоят. И, в принципе, эта война продолжается. И в России всегда роль личности, она была высокая. Роль личности, роль человека в судьбе государства огромная. Патриотическое воспитание молодежи – будущее России. Действующие командиры обеспечивают целостность страны. Моя эскадрилья выполняет задачу по охране воздушных рубежей Российской Федерации. Значит, выполняем полеты на истребителях дальнего действия. Вы, может, все слышали про этот самолет МиГ-31. Я с 83-го года, как поступил в училище, значит, редко приезжаю в Чувашию. Ну, каждый год стараюсь, конечно, приезжаю, потому что здесь мама, родственники. Вот. Служил во многих регионах. Вот такой патриотической работы, вот, где я только не служил, где только не был, нигде не встречал. На праздник прибыл Сергей Германов, служит по контракту. Села Яншикова, Нарваша, Яньковского района. Призвался в армию в 2016 году, служу по контракту в Центре специального назначения «Витязь». Ну, хочу сказать, что в армии ничего страшного нету. Пошел в армию по собственному желанию, подписал контракт. Там, ну, все хорошо, главное не бояться и все. Хочу пожелать вам, ну, отслужить хорошо, кто еще в армии не был. Ну, а кто был, ну, всем удачи и здоровья. Будущие солдаты с волнением в душе приняли все напутственные пожелания. Олеся Григорьева, Павел Шевченко, 3-я школа. Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем, и снова в атаку себя мы бросаем. Лучшие из лучших в президентский полк. Официальная отправка прошла в республиканском сборном пункте. С места торжества Марина Баринова. Стены республиканского сборного пункта еще не забыли, как год назад здесь прошла торжественная отправка ребят в президентский полк. И вот уже сегодня они, отслужив, провожают тех, кому еще только предстоит нести службу в этом элитном подразделении. В эти дни мы уже не первый раз самых достойных направляем служить в нашу столицу. Надеюсь, что
этот год пролетит и для вас, и для ваших родителей быстро. Вы всегда будете помнить свою службу. Ну и самое главное, будете достойны и Российской Федерации, и Чувашской Республики. В благодарность за достойную службу дембелям вручили наручные часы с символикой Чувашии. В этом году 10 лучших парней Чувашии будут служить в уникальной воинской части, решающей специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля. Ребятам также предстоит участие в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, нести почетный караул и службу у вечного огня. Дорогие ребята, вот родители, посмотрите, насколько какая большая разница и где, в какой структуре можно увидеть такие изменения, которые вы видите здесь. Мы видим этих ребят 2 раза в год. Один раз, когда они зеленые строятся, уходят, и когда красавцы-мужчины, не побоюсь этого слова, стоят перед вами. Вот это и есть армия, это и есть воспитание молодого пополнения, так сказать. От имени ветеранов Великой Отечественной войны к присутствующим на торжественной церемонии обратился ветеран войны и педагогического труда Вячеслав Калинкин. Вглядываясь в глаза новобранцев, мы видим гордость и ответственность за свое будущее, за будущее своей республики. Марина Баринова, Павел Шевченко, Республиканский сборный пункт. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.